В республике завершается летнее благоустройство населенных пунктов. Сегодня у местных властей есть несколько возможностей привести в порядок облик своих территорий. Это народный бюджет, программа формирования комфортной городской среды и скромный потенциал своих бюджетов. Кто и как пользуется этими возможностями, узнала Ксения Мишарина. Вот так сегодня выглядит центр села Нушуль. На сотни квадратных метров современная детская площадка, тренажерный комплекс, исторический монумент. Этим летом территорию парка выкладывают брусчаткой. На эти работы из сельского бюджета выделили больше $500 000 рублей. Это интересный новый проект, что в деревнях никогда не делали парковые зоны. И мы вот второй год пытаемся из нее уже сделать интересную территорию, говорю, для комфортного отдыха жителей. Уже для отдыха активного в Карткиросе подготовили площадку под будущий скейт-парк. Проект реализуют в рамках программы формирования комфортной городской среды. Детей много, дети катаются на самокатах, кататься им негде, на маленьких велосипедах негде. И мы приняли решение построить скейт-парк. Свой полноценный парк для отдыха теперь есть и в райцентре Сысольского района. Здесь уже 4 года подряд ведут активное благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Отремонтированы тротуары, пешеходные мосты, появились дополнительные ограждения вдоль дорог и детские площадки. Деньги это большие, деньги вовремя, потому что на сегодняшний день своих муниципальных денег не хватает, а это большое подспорье в благоустройстве села. Каждый год мы получали по 4,5 миллиона, в этом году было 3 900. Сегодня эту программу здесь называют настоящей палочкой-выручалочкой. И как только пришла весть о том, что ее продлили до 2030 года, в Визинге началась подготовка проекта благоустройства местной набережной. Сегодня здесь много ветхих объектов, берега сильно заросли. Согласовать проект придется с надзорными органами, ведь это водоохранная территория. Но в сельской администрации этих сложностей не боятся. Ксения Мишарина, Виктория Палкина, Олег Костромин, Иван Богомолов, телеканал Юрган.